Мы вообще хотели бы заключить договор между нашим университетом и Минздравом Республики, не только о сотрудничестве в нейрохирургии, но и во всех направлениях медицины. В Ингушетии проходит Северокавказская конференция нейрохирургов. С ведущими медиками страны встретился и глава Ингушетии. Пройдут еще, может быть, 90 лет, многие службы исчезнут, появится новое, но ваша 100% останется. Да, они с огнем не шутят, они его гонят. В службе государственного пожарного надзора 90 лет. На этих людей можно положиться. Этот человек знает, как взрастить чемпиона. Чествуем и благодарим Юнуса Оздоева за российское золото. Уже осталось мало времени, с весом и состоянием все нормально. Думаю, хорошо выступить. Они должны быть в форме и будут. Борцы ММА сгоняют вес и проводят ненавязчивые тренировки. Так положено. Уникальный ландшафт. Вряд ли вы где-то найдете аналоги такие. Непередаваемые. Мало просто говорить и восхищаться, важнее продумать меры по сохранению древних башен. Этим и занимается ученый совет. Здравствуйте, это новости 24. В Ингушетии проходит конференция нейрохирургов Северного Кавказа. В республику приехали известные в стране и за ее пределами ученые-академики РАН. Профессор Владимир Крылов, проректор МГМСУ имени Евдокимова Олег Левченко и многие другие. С участниками встретился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он поблагодарил гостей за поддержку идеи провести Северокавказскую нейрохирургическую конференцию в нашем регионе. За последние 5 лет здравоохранение республики шагнуло вперед. Для нас сейчас очень важно развивать профильные направления. За эти годы построен онкодиспансер, тубдиспансер, центр торакальной хирургии. Приезд к нам в регион специалистов такого высокого уровня, как вы, значительное для нас событие, подчеркнул глава Ингушетии. Благодаря вам, благодаря многим специалистам, которые приезжают непосредственно в республику, проводят здесь, в том числе такие конференции. Во-первых, сама республика становится известной. И в медиа, в пространстве, среди врачей, среди вообще специалистов этого и различных узких профилей. Мы буквально за 5 лет довольно серьезно шагнули вперед в плане совершенствования нашей медицины и помощи Федерального центра Минздрава России, и профильных университетов, профильных направлений очень важна. И мы довольно серьезно сейчас работаем и в сфере онкологии, целый онкодиспансер, и перинатальный центр свой есть. Подробно на конференции нейрохирургов расскажет наш корреспондент Идир Манкиева. Репортаж из Джейраха. Конференцию на правах одного из старших и опытных коллег открывает профессор-нейрохирург Владимир Крылов. В своем приветственном слове он отмечает колоссальную работу, проделанную за последнее время в республике в области нейрохирургии. Квалифицированные специалисты, техническое оснащение, по мнению выдающегося врача страны, в нашем регионе на хорошем уровне. Вы купили Leica 720, которую вы демонстрируете, что вы купили высокооборотное белье. Кстати, я для отделения, для республики на фирме с Метроником договорился. Они вам дают 70% скидку. Купите ему еще высокооборотное белье. Все, договорились. Куплю, даю слово. Помимо похвалы, руководителю регионального Минздрава преподносит сегодня в подарок еще и книгу об истории развития нейрохирургии. Вы помнили, что мы такие есть нейрохирургии. Благодаря организаторам нейрохирургии мы еще успеваем делать какие-то чудеса. Визит московских врачей в Ингушетию не первый и далеко не последний. Планируется, что ингушские коллеги будут ездить в московские институты для повышения квалификации. А в регион будут приезжать медики из разных мединститутов страны внедрить новые хирургические технологии. Есть все возможности, есть все удобства на сегодняшний день у нас для проведения любого вида работ, оказания помощи населению, повышение квалификации, образованию, самообразованию. И
при помощи поддержки главы республики мы, конечно, этим пользуемся, все это поддерживаем. И я думаю, что будем только наращивать темпы в этом направлении. Если мы сюда приехали, в этом году это уже наш второй визит в отделение нейрохирургии, в больницу, в региональный сосудистый центр. В дальнейшем мы хотим заключить договор между Министерством здравоохранения Республики Ингушетия и нашим университетом для того, чтобы мы могли оказывать помощь в внедрении новых хирургических технологий не только для нейрохирургов, но и в других областях хирургии. Это касается и сосудистой хирургии, и ортопедии, и челюстно-лицевой хирургии, урологии, ну и так далее, и так далее. Ну а с нейрохирургами у нас сложились очень добрые отношения, я думаю, мы будем встречаться чаще. Хирургия опухолей хиазмально-силярной области, хирургия тяжелой спинномозговой травмы. В выборе темы доклада участников никто не ограничивал. Единственное условие – ее актуальность. Инициатор проведения конференции – главный нейрохирург республики Умар Газгиреев, по мнению которого обмен опытом и короткий курс повышения квалификации – это не все возможности для участников встречи. Создаются новые объекты здравоохранения, перинатальный центр, детская больница, онкологический диспансер, немало. Заметное место в этом занимает наше нейрохирургическое отделение, которое было открыто 9 сентября 2016 года. С открытием отделения к нам в гости приезжала делегация из Москвы во главе с главным нейрохирургом Российской Федерации Крыловым Владимиром Викторовичем. Когда было согласовано, чтобы сделать такую конференцию на территории Северного Кавказа, а потом мы попросили, чтобы мы сделали ее на территории Республики Ингушетия. Хирургия нетравматических внутричерепных кровоизлияний, по мнению докладчика Владимира Крылова, для всей нашей страны большая беда. По данным Минздрава России, в прошлом году статистика заболеваний с острым нарушением головного кровообращения составила более 500 случаев. Больше 100 человек умерло в результате инсульта. Эта вся группа пациентов составляет примерно 13-14 тысяч пациентов, которые нужно оперировать по всей Российской Федерации из расчета на 146 миллионов населения. В прошлом году у нас достигнуты, в общем, высокие показатели благодаря открытию и внедрению в практику сосудистых региональных центров. Их у нас 128, практически во всех открытые нейрохирургические отделения. Созданы условия для проведения очень серьезных операций с использованием и микроскопов, и систем нейронавигации, эндоваскулярных методов лечения. После каждого доклада, как правило, поток вопросов. Однако участники успевают провести небольшую проверочную работу и с остальными нейрохирургами. Конференция нейрохирургов Северного Кавказа продлилась несколько часов. Участникам есть что обсудить, о чем поспорить, чему друг у друга научиться. Отныне подобные встречи станут традиционными, отмечают в региональном Минздраве. От специалистов-медиков каждого направления требуется ежедневное повышение своих знаний, ведь именно от них напрямую зависят жизни пациентов. Идира Манкиева, Мэрибек Миржоев, Новости 24. Социально-экономическую ситуацию в республике, проблемы развития ведущих отраслей промышленности и АПК Ингушетии обсудили в Магасе. Руководитель региона Юнусбек Евкуров и заместитель председателя экономического совета при главе Ингушетии Малат Льянов. По словам Льянова, в республике имеются Ингушский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, госуниверситет с аграрным факультетом и профильными кафедрами и другие учебные заведения с немалым научным и кадровым потенциалом. Совместно с опытными аграрными специалистами они могли бы разработать нужную программу по решению проблемы разработки современных конкурентных агротехнологий в сельском хозяйстве. По мнению главы региона, НИИ и вузы должны взаимодействовать с другими научными учреждениями и при необходимости заимствовать их положительный опыт. Кроме этого, они должны быть в курсе проблем, поднимаемых на общероссийском уровне в части развития региональных субъектов, и максимально участвовать в таких разработках. Надо посерьезнее, поглубже заняться этим делом. Мы создали две группы, по 5-6 человек. Вот они охватили, связанные охватили 11 значит, промышленных предприятий, независимо от формы собственности. И можно, конечно, делать там ОПХ отдельно, землю им выделять, а можно его делать ОПХ на базе любого ГУПа. Вариант пилотного проекта. Оно может быть на базе одного муниципального образования, оно может быть на базе муниципального аккорда или там. Оно может на базе. Вот, надо сделать пилотный проект, она вообще-то сложная схема,
потребительская операция, сложность работы. Изучите, потому что мировую практику, там, российскую практику, Белгород, там, Коломнинская область, другие, изучите, где совершенная практика есть. До 30 числа дали дождь. 90-летний юбилей отметили в Государственном пожарном надзоре. Это служба, которая занимается профилактикой и предупреждением пожаров. На счету у ингушского отдела сотни недопущенных трагедий и спасенных жизней. Сюжет Фериды Миржоевой. Их служба, как в песне, на первый взгляд, как будто не видна, но от грамотности и своевременности действий этих недремлющих ангелов-хранителей зависит безопасность, здоровье, а порой и жизнь людей. Сегодня в ингушском отделе надзора трудится 25 специалистов. Коллектив маленький, задачи большие. Главное – сократить количество возгораний и последствий, которые наносит огненная стихия. Личный состав готов к выполнению этих задач, готов преодолеть любые трудности. 90 лет – это, наверное, все-таки большой срок. Ну, ваша служба не ограничивается этими 90 годами, она и раньше существовала. И то, что происходило еще при Иване Грозном, когда тушили пожары, без надзора, в первую очередь, наверное, эта система бы не работала. Сосчитать, сколько трагедий не произошло благодаря стараниям сотрудников Государственного пожарного надзора, просто невозможно. Однако можно с достоверностью утверждать, если бы не их работа, пожаров и жертв было бы в разы больше. Сегодня им адресуют поздравления. Ваш большой профессиональный и жизненный опыт незаменимый для воспитания новых поколений. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия и благополучия. С уважением, председатель правительства Руслан Магомедович Гагиев. Работа пожарного сродни профессии доктора. Врач лечит заболевания, чтобы избежать осложнений в организме. А вот сотрудники пожарного надзора выявляют нарушения и дают рекомендации для их устранения. Среди отличившихся сегодня не только пожарные. За содействие в обеспечении безопасности отметили и нашу телерадиокомпанию. Директор национальной телерадиокомпании Ингушетия Агасиев Фрейш Олегович. Дань памяти на празднике отдают и жителю села Нестеровское Султану Аздоеву, погибшему при пожаре, спасая свою семью. Награду отца-героя вручают сыну. История возникновения праздника Государственного пожарного надзора началась еще в первые годы советской власти. 18 июля 1927 года Советом народных комиссаров был принят документ о создании службы, на которую возложили разработку мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. В современной истории этот праздник начал отмечаться только с 2007 года. О значимости говорит дата создания вашей службы. Если так посмотреть, 27 год. Страна поднимается после разрухи гражданской войны. Многие органы власти только создаются, но молодое государство уже тогда поняло необходимость создания отдельного пожарного надзора, и ваша служба образовалась. Пройдут еще, может быть, 90 лет, многие службы исчезнут, появятся новые, но ваша 100% останется. Для них не существует фразы «все сгорело». Пламя всегда оставляет после себя след. Неисправная лампочка, проводка или поджог. Найти причину пожара порой непросто, но возможно. Гораздо сложнее наблюдать за человеческим горем. Но что ж поделать, работа, да к тому же любимая. Профессия пожарного, уже все в народе знают о том, что самое бесстрашное. Мы всегда первыми приходим на помощь. Этот лозунг тоже в то время, когда хотел стать пожарным, тоже лозунг такой был. И 01, номер вызова экстренной службы, начинался именно с пожарной охраны. Может, вот это меня и толкнуло. Но после чего я еще получил специальное образование, отучился, обучился. Теперь я профессиональный пожарный и продолжаю быть на страже нашего народа. Сегодня у Тамерлана Приева двойное торжество. 90 лет Госпожарнадзора и 30 лет его профессиональной деятельности. Кто-то скажет случайное совпадение, но пожарный уверен предназначение, ведь в их работе случайных людей не бывает. Ферида Миржоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. 32 человека погибли за первое полугодие этого года в ДТП. В основном трагедии случаются из-за выезда на встречную полосу, превышения скоростного режима и, как следствие, лобовое столкновение. Как бороться с такой статистикой, расскажет начальник УГИБДД МВД по Ингушетии Валерий Ладыгин. В целях профилактики данного вида нарушений, которые ведут к таким тяжким последствиям, сегодня мы проводим мероприятие, пытаемся приспособить, не приспособить, а использовать для профилактики беспилотные летающие аппараты, которые
принадлежат Росгвардии, вот мы с ними заключили договор и пытаемся поработать совместно по ФАТ «Кавказ» по профилактике данного вида правонарушений, как выяснилось на встречную полосу. Сейчас ребята настраивают аппаратуру, как только данный факт будет зафиксирован с высоты, как говорится, птичьего полета, машину будем встречать уже здесь на посту ДПС и проводить административный разбор с данным нарушителем. Но вот меньше всего среди причин ДТП фигурируют плохие дороги. И неудивительно. Вот, к примеру, трасса Назрань-Малгобек-Нижний Курб, Терек, будет расширена. Бригада начала работы по реконструкции участка дорожного полотна с 9 по 22 километр, начиная с Канташевского перекрестка. Ведутся подготовительные работы, под асфальт готовятся основания, старые слои выкапывают. В технике недостатка нет. Каждый день здесь трудится до 12 рабочих. Процесс курирует Ингушавтодор. До конца 2018 года планируют обновить 5 километров трассы. Мы работаем по проекту, дорога расширяется, будет у нас асфальтовое покрытие 11,5 метров и 2,5 метра с каждой стороны обочина. В общем, широкая, хорошая дорога, которая сейчас интенсивность движения очень большая, и старые дороги уже не справляются. Сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по бахчевым культурам на перекрестке Сурхахи-Алиюрт-Векажеве. Проверяли содержание нитратов в арбузах и дынях. Отобрали пробы и сдали в лабораторию для проведения дальнейших анализов. Марина Муталиева расскажет об этом подробно. Середина июля. Внимание покупателей на торговых точках привлекают арбузы и дыни. Считается, что сезон бахчевых – это август. Но любителей сочных ягод ждать не заставишь. Предупредить возможные неприятные последствия от их употребления берется региональный Роспотребнадзор. Для тех, кто реализует такой товар, существуют определенные правила. В любом случае, там на месте хотя бы поинтересуйтесь, потребуйте. Интересоваться, чтобы вам какой-то документ дали там на месте. Нету на поле, по всей России, почти по всей России нету документов. Адам Костоев привозит бахчевые из Дагестана. Документов у него нет, однако говорит, что своему поставщику он доверяет. Между тем, в продаже часто можно наткнуться на большие по размерам арбузы. Есть вероятность, что их обрабатывали раствором нитратов, что и дает такие результаты. Для здоровья, как известно, совсем небезопасно. А получить документы нет возможности от них, да? Если они необходимы, мы можем найти. Там проблем нету, но у нас не было необходимости. И, конечно, нам интересно, если этот продукт, чтобы был созревший, мы продаем своим людям, ингушам. Конечно, нам надо, чтобы продукция была вкусная, чтобы у нас его брали. Если она невкусная и не созревшая, у нас не будут покупать. Кстати, продавцы и сами могут проверять свою продукцию на содержание нитратов с помощью специального прибора – нитратомера. Правда, результаты будут не совсем точными, но и это не страшно. Допускается погрешность в количестве нитратов до 30, но не больше. Мы зафиксировали сегодня фамилию, имя, отчество данного продавца, все реквизиты. По этим, если данный товар будет не соответствовать, мы будем проводить свое административное расследование. И данный товар будем изымать и утилизировать. Сотрудники Роспотребнадзора отбирают арбузы и дыни для лабораторного анализа. 20 грамм арбузной мякоти уже готовы к проверке. Результаты определит специальный прибор, и известны они будут в течение дня. Мы вставляем в стаканчик электроды в стаканчик нашего прибора. И вот тут мы сейчас не увидим, потому что мы должны изначально, потому что это будет очень долго, там идет процедура, ввод, калибровка, потом только выдает результат анализа. Тут сейчас мы не сможем. Вот измерение вставим, и он нам показывает результат анализа. Вот на этом табло он показывает результат анализа полностью, уже рассчитанный и готовый результат анализа выдает. Роспотребнадзор напоминает, продавец при желании может обратиться в лабораторию и проверить свою продукцию на содержание нитратов, а покупатель, в свою очередь, вправе потребовать от продавца документы, подтверждающие качество продукта. Марина Муталиева, Тимур Карахоев, Новости 24. В республике отмечается аномально жаркая погода. Воздух прогрелся до 40 градусов. Особенно жарким является Малгобекский район. Жители республики призывают соблюдать правила безопасности. Особенно внимательными стоит быть работникам сельхозпредприятий. Ну а рядовым жителям в Главном управлении МЧС России по Ингушетии рекомендовали не выходить без особой необходимости из дома и пить как можно больше воды.
От Южного регионального центра МЧС России у нас было получено экстренное предупреждение, что с 17 по 19 июля ожидается у нас сильная жара до 40 градусов. После получения данного прогноза оперативно проведена работа согласно методическим рекомендациям, произведено оповещение информирования населения через ГТРК, НТК и радио. Это вещание, и также информация размещена на сайте Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. Также данный прогноз доведен до ЕДС муниципального образования, глав администрации городов и районов, председатель КЧС Республики. Также у нас действует телефон доверия Главного управления МЧС по Республике Ингушетия. Любой гражданин республики, также Российской Федерации, может позвонить на телефон 55 99 99. За вклад в развитие региона и многолетний добросовестный труд юбилейные медали и почетные грамоты получили сотрудники регионального Миннаца и подведомственных учреждений. В этом году министерством была проведена масштабная работа в рамках целевой программы по укреплению единства наций и народов, проживающих в регионе, а также профилактики, противодействия экстремизму и терроризму. Министр Улан Евлоев лично поблагодарил сотрудников за добросовестный труд. Провели огромную работу за эти 6-7 месяцев 2017 года, работу по связям с нашими общинами, которые в регионах Российской Федерации, кроме этого с диаспорами нашими, которые находятся за пределами нашего государства России. Было награждение 4 награждения памятной медали 25 лет Республики Ингушетии. Это, значит, сотрудники министерства и подведомственной организации и руководитель осетинской диаспоры Алания. Это не только моя медаль, я думаю, но и наш руководитель Мадина Барахоева, с которой мы работаем с Министерством национальной связи. Я ее считаю, что она общая медаль. Работаю я недолго, но мне кажется, как будто я все время с диаспорой. Очень огромное спасибо за такую высокую награду. Вице-президент Федерации дзюдо Ингушетии Юнус Аздоев удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Торжественная церемония награждения прошла в Олимпийском комитете. Сразу после возвращения из Москвы с заслуженным тренером встретились наши корреспонденты. Аздоев в прямом эфире также побеседовал с радиослушателями и встретился с командой новостей. Материал Заримы Ивлоевой. Если за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, то за каждым успешным спортсменом стоит его тренер. Это человек, который может превратить обычного парня в звезду мировых масштабов. Впервые в спортивную секцию Юнус Аздоев записался в 10 лет. За короткий срок завоевал звание заслуженного мастера спорта по самбо и дзюдо. Позже стал тренером и отдал этому делу более 35 лет. Его воспитанников уже давно исчисляют не десятками, а сотнями. 2 заслуженных мастера спорта – это Хасан Халмурзаев, олимпийский чемпион, и двухкратный призер мира Муса Магучков, он тоже заслуженный мастер спорта. Есть мастера международного класса, это около порядка 5 человек. А мастеров спорта у нас порядка 3-4 десятка. Тренером высшей категории Аздоев стал в 1993-м. В 2004-м его признали заслуженным тренером России. Но самым ярким событием в карьере, безусловно, стала победа воспитанника на Олимпийских играх в Рио. Я ему сказал: Хасан, второе место это не наше. Надо выиграть первое место, и первое место ты будешь в истории. Братьев Халмурзаевых под свое крыло Юнус Аздоев взял еще, когда Хусен и Хасан учились во 2 классе. Опытный тренер сразу заметил бойцовские качества и волевой характер спортсменов. В одном из первых интервью после победы Халмурзаева на Олимпиаде Аздоев признался. Он обещал отцу своих воспитанников, что будет всегда присматривать за ребятами. Ну вот так по-настоящему хорошо присмотрели. Один уже олимпийский чемпион, теперь второго нужно делать олимпийским чемпионом. Это было, и действительно такой разговор у нас состоялся. Ну и дальше мы двигались с юношей, показывая высокие результаты по молодежи. Первенство Европы выиграл Хасан, потом и до 23 лет. И сейчас последний чемпионат Казани Европы, который он выиграл, это и стало предметом того, что вот он оказался среди членов сборной России и представлял нашу страну
на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Эта победа, как и победа любого спортсмена, далеко не счастливый билет в лото. Это результат многолетнего труда как самого спортсмена, так и его наставников. Самих олимпийцев сразу после игр награждал Владимир Путин, а тренеров, воспитавших звезд, в Олимпийском комитете отметили неделю назад. Республика Ингушетия. За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на играх 31-й Олимпиады, тренер по дзюдо Центра спортивной подготовки Ингушетии Юнус Аздоев указом президента Российской Федерации награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и признан заслуженным работником физической культуры и спорта. Конечно, очень приятно, когда награждают и премируют тоже после Олимпийских игр глава республики, когда дает квартиры, машины. И вот тем же спортсменам, которые показывают результат, когда им тоже дают такие награды, они очень радуются. Но, естественно, и мы, не исключение, радуемся. Вот, когда страна, республика должным образом благодарить за тот проделанную работу. Сегодня Аздоев замещает директора детской спортивной школы по дзюдо. Многие родители мечтают, чтобы их чадо попало во внимание тренера высшей категории. Во время прямого эфира на национальном радио дозванивались слушатели, которые могли выслушать ценные советы от именитого тренера. Спортсмены не мечтают, а ставят перед собой цели. Следующий триумф, который запланировали ингушские дзюдоисты, это летние Олимпийские игры в Токио 2020. К ним Аздоев обещает подвести сразу двух братьев Халмурзаевых. Зарема Ивлоева, Султан Булгучев, Новости 24. Ну а до начала одного из самых популярных турниров по смешанным единоборствам М1 Челлендж «Битва в горах» остается совсем немного времени. Уже 22 июля в Таргиме Джирахского района пройдут первые поединки под открытым небом в окружении величественных гор и средневековых башен. Это уже шестые по счету соревнования, первенства. Ну а первый турнир «Битва в горах» состоялся 6 июня 2012 года. Количество зрителей тогда составило около 20 тысяч человек. Гостями битвы стали известные спортсмены Магомед Маликов, Адам Барахоев, Рахим Черкиев, Султан Ибрагимов, Ислам Дугучиев и Адам Халиев. Помимо российских спортсменов в боях турнира приняли участие представители Франции, Болгарии, Испании и Хорватии. В главном поединке турнира встретились Александр Емельяненко и Ибрагим Магомедов. Но последующие турниры с каждым годом становились еще более масштабными и зрелищными. Транслирует битву национальная телерадиокомпания «Ингушетия», телеканал «Россия-2», «Боец». Таким образом, число постоянных зрителей «Битвы в горах» превышает 1,5 миллиона человек. В этом году М1 Челлендж обещает быть еще более грандиознее. В общей сложности намечается 12 поединков, 7 из которых проведут представители нашей республики. Помимо поединков, зрители также могут послушать любимых музыкальных исполнителей и насладиться выступлением национальных ансамблей. Ну а приобрести билеты можно в кассах Дворца спорта «Магаз». Впереди у бойцов самый сложный этап – весогонка, соблюдение диеты, легкие тренировки и минимум нагрузок на организм. Подробнее обо всем этом Тамерлан Хамхоев. Изнурительные тренировки позади, теперь можно спокойно выдохнуть, скажут многие, увидев легкие разминочные упражнения, которые выполняют бойцы в преддверии битвы в горах. Но это только на первый взгляд, ведь впереди спортсменов ждет не менее сложная, а для кого-то и гораздо более выматывающая работа – сгонка веса. За несколько дней бойцы должны скинуть вес 8, 10, а то и 12 килограммов. Поэтому каждое упражнение, если еще и придерживаешься диеты, быстро изматывает. Моусару Бокову предстоит очень непростой бой на предстоящем турнире, поэтому к своей программе тренировок он подошел с полной ответственностью. Мы ездили на сборы в Дагестан, там занимались, провели хороший сбор силовой, потом приехали сюда, также провели уже подготовительный сбор, подготовили уже веса, уже у нас сгонка веса идет, уже осталось мало времени, с весом и состоянием все нормально, думаю, хорошо выступить.
Перегружать себя, разумеется, ни в коем случае нельзя. Понимают это и тренеры. Один работает над ударной техникой бойцов, другой занимается физподготовкой. Здесь важно скоординировать процесс питания и, исходя из этого, нагрузки, а затем и вес, который предстоит скинуть. Самый сложный этап тренировки христиане благодаря кроссфит, борьба ударная уже отработать. Сейчас весогонки, и так разбрасываемся. И на вес акцент гонять вес уже благодаря физически в норму уже по плану пока самочувствие. Что касается рациона, то здесь одно главное правило – никакой тяжелой пищи. До процедуры взвешивания легкие завтраки и обеды, а потом восстановительные упражнения. Турнир очень серьезный, понимают это и в региональной федерации ММА. Сборы прошли довольно удачно. В принципе, ребята готовы уже. Осталось там несколько дней до турнира. Сейчас у них остается весогонка. Они делают одну тренировку в день делают. В принципе, все готовы, все нормально. В числе других ингушских бойцов на турнире в мейн-карде выступит и Ингисхан Аздоев. Противостоять ему будет очень сильный ударник из Канады Спенсер Джеб. В этом бою Ингисхан рассчитывает показать свои самые сильные стороны. Сам он изначально базовый ударник, там выступал по боксу, кикбоксингу, там, карате и так далее, все ударные виды спорта. Но потом, после перехода в ММА, он начал заниматься именно грэпплингом, посвятил себя джиу-джитсу и так далее. И теперь он работает практически там и в стойке, и в партере, практически одинаково. Универсальный боец, можно сказать. Поддержать ребят приехали друзья. Заниматься с бойцами в одном зале и по максимуму подготовить к тому, что их ждет в рейдже, пожалуй, ответственная задача. Я буду болеть за всех, своих братьев. Так вот, в частности, Ингисхан Аздоев. Я думаю, в первом раунде будет работать стойки, и дальше в втором раунде приведет его в партер. Итак, 22 июля Таргим. Вся республика ждет убедительных и красивых побед ингушских бойцов. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Новости 24. Комитет Республики Ингушетия по туризму приглашает всех желающих принять активное участие в конкурсе фотографий «Россия в кадре». Национальный туристический портал Russia Travel и журнал National Geographic Россия впервые проводят совместный проект, которым можно выиграть путешествие по стране. Подать работы на конкурс можно до 22 сентября. Участвовать может любой гражданин России, достигший 18 лет. Но для несовершеннолетних фотографов также предусмотрели специальную номинацию «Россия глазами детей». Цель фотоконкурса – привлечь внимание к теме экологии, напомнить о традициях народа в России и показать красоту ее природы. Лучшие работы будут выбраны в каждой номинации. По правилам конкурса каждый участник может представить не менее или не более 10 изображений, снятых не позже 5 лет назад. Главное условие – все фотографии должны быть сделаны на территории России. Номинаций очень много, то есть возможности показать страну с разнообразных ракурсов. Это и живые традиции, это национальные праздники, также заповедники, городские какие-то событийные мероприятия. Я думаю, Ингушетия не останется в стороне, так как имеет колоссальное количество памятников. Уникальность и неординарность наших башен необходимо представить в ЮНЕСКО. К такому выводу пришли российские историки и ученые. Они намерены оказывать ингушским коллегам поддержку и консультацию по вопросам сохранения архитектурных памятников Джейрахского района. Об этом шла речь на втором заседании ученого совета при главе Ингушетии. Репортаж Руслана Албагачиева. Джейрахско-Асиновский музей-заповедник занимает площадь 64 тысячи гектаров, практически вся территория Джейрахского района. Обеспечить охрану на такой территории непросто, поэтому в Министерстве культуры России предложили провести работу по выявлению отдельных ансамблей памятников, чтобы затем всему комплексу придать статус охраняемой достопримечательности. Наш знаменитый Обанхи берет начало с ледников бокового хребта Кавказских гор. Культурно-исторический ландшафт Аса-Джейрах расположен в верховьях двух горных рек Арамхи и Аса и состоит из ряда заповедников и аулов. Культурные объекты представлены комплексами каменного зодчества. Это около 200 погребальных склепов, более 300 боевых, полубоевых и жилых башен, христианских храмов, языческих святилищ. Ландшафт представляет собой пример уникальной ингушской культуры, которая у гостей оставила массу эмоций. Эмоции непередаваемые.
естественно, уникальный ландшафт. Вряд ли вы где-то найдете аналоги такие. Непередаваемый. Уникальность в аутентичности, то есть эти башенные комплексы, полностью совмещенный с ландшафтом, это уникальный комплект, который вы нигде в мире не найдете. Поэтому мы здесь. Время пощадило творение ингушей больше, чем французские замки той же эпохи. То, что может увидеть сегодня путешественник, поражает воображение. Среди гор, альпийских лугов, сосновых рощ и водопадов в нескольких заброшенных горных городах высятся сотни стройных башен, достигающих около 30 метров в высоту. Другие башни построены на вершинах окрестных гор. Многие разрушены, но некоторые сохранились почти в первозданном виде. Работа по восстановлению предстоит огромная комиссия из федерального центра знакомиться с каждым из памятников архитектуры. Честно скажу, что первый раз вообще в Ингушетии, первый раз в такой большой местности горной. И вот мы сегодня находимся второй день, потому что вчера прилетели. И я бы так сказала, что количество впечатлений и желание вернуться сюда-обратно, оно зашкаливает. И действительно, во-первых, то, что меня поразили, естественно, объекты культурного наследия, которые нам представили коллеги из органа охраны памятников, их историческая ценность, федеральная ценность, а также мы обсуждали возможность включения или вообще рассмотрения этого ландшафта в список объектов ЮНЕСКО. Естественно, все это дополнится этим горным массивом природы, поэтому это, конечно, большие впечатления не только с научной точки зрения, но и с эстетической. Создание ученого совета при главе республики и его работа позволит сделать научно обоснованные выводы по актуальным вопросам, поднять на новый уровень вопросы сохранения и популяризации историко-культурного ландшафта Джейрах-Аса. В первую очередь это культурная и консультативная поддержка реализации всех мероприятий по включению объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО и их сохранению. Какой возраст нам неизвестен, конечно, но здесь видно исторический материал и новые вставки. И это не очень хорошо, что они друг от друга отличаются по составу. Вот. Но мы дадим рекомендации свои. Очень красиво, конечно. Необходимо все это сохранить. На самом деле у вас очень грамотные специалисты. Сегодня у нас была конференция, и уровень очень высокий, что нас, конечно, удивило и порадовало. Совет, по словам Магомеда Дзарахова, обозначил перед собой два приоритетных направления: сохранение объектов культурного наследия и отнесение их к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Вторая задача по приданию международного статуса должна позволить решить первую – усилить защиту объектов. Мы к этому идем с помощью, в том числе и ученого совета. Они нам оказывают научную, консультативную поддержку, показывает опыт других регионов, не только регионов нашей страны, но и других стран по включению объектов в список ЮНЕСКО. Отмечу, что в этот список, помимо наших ученых, историков, включены и представители Московского государственного университета, Эрмитажа, есть специалист по ЮНЕСКО из Франции. По сохранению объектов культурного наследия нам дает свои рекомендации, научно обоснованные выводы представитель Германии. Когда объекты в итоге войдут в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пока говорить рано. Однако специальная комиссия будет активно добиваться включения в этот список всех памятников горной Ингушетии, потому что каждая башня по-своему уникальна и самобытна и заслуживает стать архитектурным достоянием мирового сообщества. Руслан Албгачиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Ну а в завершении выпуска отмечу, что вещание теле- и радиоканалов в Триколоре будет приостановлено с 2 ночи до 10 утра в связи с профилактикой. Так что смотрите нас в интернете ingushetia.tv. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.